Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Пандемия, лесные пожары и задымленность могут негативно сказаться на общем моральном самочувствии якутян. И сегодня мы пригласили в студию телеканала «Якутия-24» специалиста по психическому здоровью, директора Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи Владимира Скрябина. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Начну, пожалуй, с общего вопроса. Расскажите, что сегодня волнует якутян больше всего? Ну вот то, что вы назвали сейчас, и продолжающаяся пандемия, и тушение пожаров, и задымленность в городах, селах, все это, естественно, беспокоит якутян. Так же, как в прошлом году, когда пандемия только начиналась, когда люди были вынужденно находились В изоляции, дома. в четырех стенах, да, обострялись определенные, ну, такие ситуации, не конкретно связанные с пандемией, да. Я не скажу, что были такие запросы, что вот я переживаю из-за пандемии, да, а скорее последствия этого, того, что находясь внутри, в квартире, в доме, обостряются вот какие-то вот конфликты, которые не проговариваются или не обостряются, когда, ну, в обыденной жизни. И попав в подобные условия, то есть, ну, жизненные вопросы обостряются. Ну, вот в таком духе. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю программы можно прямо сейчас, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp по номеру 8 914 235 0502. Владимир, вы работаете директором центра с ноября 2019 года. Вот увеличилось ли количество обращений с началом пандемии? Нет, я точно говорю, что конкретного увеличения обращений нет. Есть наши, ну, рабочие цифры, так называемые, да, количество услуг, которые мы оказываем каждый год. Такого конкретного каких-то панических или таких каких-то острых ситуаций, связанных с пандемией, не было. А с начала пожароопасного сезона? С пожароопасным, ну, тоже были определенные тревожные звонки, связанные с тем, что, ну, болит голова, да, но это скорее такие по медицинским показаниям. Поэтому не скажу, что есть увеличение большое. Но вот сейчас у нас бушует пожар, дым окутывает города и села, и люди беспокоятся, и многие беспокоятся, знаете, ну вот просто разговариваешь, говорят, вот я постоянно слежу за новостями, там смотрю эти видео в соцсетях, там вплоть до того, что спать не могу, переживаю. Вот как им помочь людям, что делать вообще? Ну, естественно, я понимаю, и это очень понятные тревоги, да, связанные с тем, что, ну, просто элементарно же повышается тревога у людей, того, что есть в психологической практике, как сказать, невротичность повышается у людей, да? Мы начинаем больше переживать, раздражаться, гневаться, сердиться, ищем виноватого, да? То есть как будто, ну, то есть... Это, в принципе, нормально, да? Да, это абсолютно нормальная реакция того, чтобы как-то разрешить эту ситуацию. Я просто могу порекомендовать, что у нас работает круглосуточный телефон доверия. Если есть какие-то тревоги, ну, мы работаем с этим. Можем, круглосуточно он действует, 8 800 135 50, можно обращаться. А психологи часто говорят о важности прогулок на свежем воздухе, о важности напитываться солнцем в наше особенно короткое лето, да? А сейчас, получается, мы большую часть лета были лишены и того, и другого, и есть, ну, наверное, повышается риск развития депрессии, я так понимаю. Как с этим бороться? Ну, депрессия... Вообще, что такое депрессия, да? Депрессия – это глубокое состояние подавленности, пониженного настроения. Вообще, жителям городов особенно, есть вот, когда люди стремятся за экономическими результатами, люди постоянно в работе, да? Какая-то есть определенная гонка за чем-то, за успехом или за том, чтобы обеспечить семью, естественно, да? В современное время, я думаю, есть склонность к депрессии вообще в целом, не только связанная с
вот с задымленностью, а вообще в целом сегодня время такое. Да? Что с этим делать? Ну, как я уже сказал, можно обращаться к психологам. Да? Кроме этого, важно понимать причины. Да? Причины всегда... Есть всегда внутренние ресурсы у каждого человека. Если мы осознаем их и там работаем над собой, читаем хорошую, грамотную, глубокую литературу, да, я не имею в виду, что я сейчас просто отвлекаю внимание, да, от того, что есть разные. У нас, кстати, очень активное население, поэтому вот вопросы, связанные, ну, вот, какие-то с теми процессами, которые происходят в республике, у нас население очень активно переживает, проживает, делится. Почему очень популярен WhatsApp у нас? Потому что, ну, люди делятся своими переживаниями. Я думаю, если просто говорить, то об этом действительно нужно много говорить, проговаривать. Каждый же человек же по-разному реагирует. Вот кто-то... Есть общеизвестные там темпераменты, да, 4 темперамента. У каждого человека свой характер. И исходя из этого, если мы знаем свой характер, то, ну, можно самому себе помогать в таких случаях, учитывая особенности своего характера. То есть врачу излечи себя сам? Это вот вы про это сейчас? Ну, я имею в виду, что, есть люди с очень такими бурными реакциями, бурными проявлениями. Ну, там, эмоциональные люди, так скажем. Эмоциональные люди, да. Есть наоборот, те, которые подавляют свои чувства. Все носят в себе. Все носят в себе и не показывают. Да? Если ты знаешь, как ты реагируешь на этот стресс, то, в принципе, можно учиться самому себе помогать. Но я вот рекомендовал бы, если очень остро, то обращаться в наш центр, вообще к психологам. То есть... Несмотря на слово «молодежь» в названии вашего центра, к вам ведь наверняка обращаются люди разных возрастов, не только молодежь. Да, мы работаем... Уникальность нашего центра в том, что мы подходим к вопросам работы с населением комплексно. У нас все категории граждан обращаются. Ну, то есть там основной процент, конечно, это молодежь от 14 до 35 лет. Чаще всего звонят? Чаще всего, да. Потому что, ну, молодость — это всегда такой... Ну, мы же все знаем, что молодость — это период, когда человек переживает, проживает очень много. А может быть, просто у людей старшего поколения нет такого вообще понятия, как можно позвонить психологу? Все-таки молодые, уже прогрессивные, как-то они по фильмам и так далее понимают, что вот есть такая ситуация, наверное, я позвоню психологу, да, есть такая опция. Да. А люди старшего поколения, которые вот в Советском Союзе, допустим, росли всю жизнь, жили, ну, к какому психологу? Они пойдут, в лучшем случае, к соседке, тете Маше. Ну да, мы в прошлом году проводили глубокое исследование с Центром стратегических исследований. И там 73% показывают, что люди привыкли справляться сами. Да? И тут я буду довольно самокритичен, наверное, в том смысле, что за отрасль психологическую, потому что психологическая практика должна популяризироваться. Люди должны знать, что у них есть такая опция, что они могут обратиться, что нельзя оставаться, ну, то есть не надо оставаться в трудностях с самим собой или там впадать в крайности, как алкоголизация или там наркомания или там летальные исходы, да, там люди, кто сильно очень переживает, там начинают формировать конфликты внутри семьи, да. Но я бы не стал отличать конкретно вот старшее поколение и молодое, да. Все-таки я вот отмечаю тенденцию того, что и за прошлый год есть показатели того, что, ну, стало больше обращений. Ну, то есть, как сказать, хотя до этого как будто я противоречу сам себе, я бы сказал, что есть интерес у людей, больше интереса стало к тому, что вот есть государственные учреждения, которые оказывают подобные услуги. А женщины чаще звонят, чем мужчины? Ну, однозначно чаще. Потому что они, в принципе, более эмоциональные. Я бы не сказал, нет? что мужчины менее эмоциональны. Да, просто мужчины, мы, мужчины,
больше подавляем, больше скрываем этого, потому что в обществе не принято показывать, что мужчина, вот он такой эмоциональный, сразу скажут, что ты как женщина, там начнут хаять, но зато есть компенсаторный механизм, мужчина идет больше там сублимирует, или он там в гараж идет, или еще что-то в этом духе, на рыбалку едет, на охоту едет. Зачем ездят наши на охоту каждую весну и осень? Сублимирует вот эти напряжения, накопившиеся, да? Ну, женщины, конечно, женщины более активны в поиске ответов, я думаю, да? Потому что мужчина, он, скажем так, будет внутри себя переживать больше. Я сейчас утрирую, конечно, очень сильно утрирую. Может, другие коллеги со мной поспорят, но женщины, да, чаще обращаются, конечно. А скажите, ну вот разные люди к вам обращаются, разного возраста, разного пола. А какой клиент самый сложный, а какой самый простой? Это очень хороший вопрос. Сложный. Я бы сказал, что, конечно, это зависит от самого специалиста. Вот как ты работаешь, да, с клиентом. Сложным я бы назвал категорию людей, которые обращаются или ищут виноватого всегда. Вот кто-то всегда виноват в его трудностях. И он отказывается, ну, то есть ему сложно увидеть в том, что все ресурсы есть в нем самом, что он там... ну, то есть есть же категория людей, которые вот... Так, понятно, что искать виноватых, еще. да, всегда виноваты родители, виноват там глава республики, виноват президент, ну, в лучшем случае американский президент, да? Вот. Но давайте я тоже проутрирую, есть же другая крайность, когда человек во всем винит только себя. Да, это тоже крайность. Вы верно говорите в том, что... Вплоть до того, что винит себя там, в болезни и смерти близких. Там, да, вот. да. Очень важно уметь, скажем так, психологическая устойчивость, что такое. Это когда мы критично подходим к... Я не имею в виду, что вот надо учиться отличать, скажем так, критику и критиканство. Да? Здоровая, грамотная критика, она всегда объективна. И психологическая работа, психологическая практика — это тоже объективность на самом деле. Да? Просто многим очень кажется, что психология — это какое-то чудо, или там что-то там пришли к психологу и резко все изменилось. Нет, это труд. Это вот Работа. Да, это постоянный труд над собой, над своими слабостями, ограничениями, то, что мы боимся, страхами. Нам страшно признаться часто в том, что мы боимся, особенно мужчинам. Да? То есть надо понимать, что психолог, он не решит за тебя твои проблемы, а просто как-то направит и поможет, чтобы ты с этим справился сам. Так получается? Ну, моя позиция такова. Может, коллеги поспорят со мной в том смысле, что грамотный специалист, он умеет задавать хорошие вопросы. В том, чтобы человек, отвечая на вопросы, стал задумываться о том, что он может сам и поменять в своей жизни. Ну вот это насчет сложных, да. Вот насчет простых, это вот как раз когда ты работаешь, и человек приходит с четкой задачей, мне нужно справиться со стрессом, там, я поступаю куда-то, или там ищу работу, или еще что-то. Ну, с четким запросом. Да, что тебе мешает, ты такой анализ проводит, критичный анализ самого себя. Оказывается, я того-то боюсь, значит, чтобы это преодолеть, я должен сделать что-то, и тогда он решает эти трудности. А бывает так, что вы человека отправляете там, к психиатру, говорите? Конечно, бывает. Бывает, что... Что мы тут уже не поможем, уже обращаетесь к Да. психиатру. У психиатров есть такое понятие, как пограничное состояние. Пограничное расстройство, и когда наши специалисты это обнаруживают, то мы не психиатры, не психотерапевты. Это очень важно отличать, потому что психиатрия, психотерапия — это больше медицина. Там же работают с отклонением психики. Мы социальные психологи, мы работаем с людьми, которые, скажем так, испытывают в определенный период жизни кризисные и сложные определенные трудности, с которыми надо справиться. Ну там
разные. Развод, там, конфликты какие-то семейные, или что-то ему добиться надо. В таком духе. Да, бывает, что мы направляем дальше, скажем так. А какая вот разница между психиатром, психотерапевтом и психологом? Ну вот по-простому, если. По-простому, психиатры, психотерапевты — это медики, мы не медики. Медики имеется в виду, что они могут назначать медикаментозное лечение, если психика человека не способна справляться с трудностями. Да? Назначают антидепрессанты и так далее. Нет, психолог этого не делает. Абсолютно точно. Но психолог может порекомендовать обратиться к психотерапевту, который Да. пропишет вам антидепрессанты, Да. и вам станет веселее жить. Ну, станет, скажем так, я не лезу в то, чтобы анализировать работу психотерапевтов и психиатров. У них совершенно другая, скажем, другое направление. Но все равно ведь ваша работа называется словом терапия, хотя вы и не медики. Но тут сложность состоит в законодательстве, нормативно-правовых вопросах. Что такое терапия, скажем так, да? Что такое? У нас на федеральном уровне есть большая проблема отсутствия единого федерального закона о психологической помощи или психологической поддержке. И эта дискуссия уже длится очень много лет и создает определенные трудности, потому что психологи у нас в республике, как и по многим регионам, функционируют по разным ведомствам. В Министерстве образования, да, ну, в школах. Школьные все знают, психологи. да. Есть в Министерстве здравоохранения психологи, есть Есть штатные психологи, есть во многих организациях, типа Да. МВД, там, допустим. Да, или- да, да, да. Есть в системе труда и социальной защиты. Но мы функционируем в системе Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям. И с этой у нас в прошлом году вышел перечень поручений главы Республики Саха-Якутия о том, чтобы привести, скажем так, упорядочивание этой системы, поскольку есть сложности, скажем так, в элементарной статистике. Есть, да? То есть если вы зайдете на Сахастат, Росстат, вы не найдете там количество услуг, которые, скажем так, оказывают психологи. Потому что есть вот нормативно-правовые трудности, связанные и с федеральными, скажем так, законами. И, ну, есть трудности. Поэтому мы вот именно по перечню поручений главы Якутии мы создаем центр компетенций для психологов республиканских, которые будут оказывать, ну, уже, чтобы население понимало, куда можно обратиться при определенных случаях, скажем, при определенных трудностях. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы нашему гостю в режиме реального времени, позвонив по номеру 41 12 42 14 39 или отправив сообщение в WhatsApp по номеру 8 914 235 05 02. Владимир, вы ведь сами практикующий психолог. Да. А вот какой момент у вас в терапии можно вспомнить как самый сложный? Или самый интересный? Самое сложное было это, ну, это для меня интересно. Это когда ты заходишь, идешь к человеку на консультацию, да, и ты знаешь, что у него сложная очень жизненная ситуация. И ты не можешь помочь финансово, там, или ты не можешь помочь. Ты можешь выслушать, ты можешь задать вопросы, которые ты можешь посочувствовать, проявить эмпатию, так называемая. Самое сложное было это, ну, преодолеть себя в том, чтобы, ну, ты не можешь себя жалеть в этом, чтобы посочувствовать человеку, просто элементарно. И тогда человек сам находит силы, клиент этот, и понимает, как ему нужно действовать. Например, справиться с горем. Или там, когда близкий, он теряет близких. Или когда происходит чрезвычайная ситуация, там, дорожно-транспортная или там пожары, да, скажем так.
когда люди теряют близких. Вот в этом была сложность, думаю. А у вас в центре работает мобильная кризисная служба. Вот в чем их функция, для чего нужна мобильность? Мобильная кризисная служба создана в 2014 году постановлением правительства Якутии. Целью является оказание поддержки и помощи несовершеннолетним, пострадавшим от насилия, как физического, сексуального насилия. И это очень довольно тонкая, глубокая работа психологов с несовершеннолетними и с их окружением, семьями. Да? И каждый год мы фиксируем факты, плотно сотрудничаем с следственными органами, следственным управлением Следственного комитета, также с Министерством внутренних дел, прокуратура тоже. Потому что вот эти вопросы, касающиеся насилия наших детей, несовершеннолетних, стоят очень, на очень сильном контроле. И задача психолога в этой работе оказать поддержку в том, чтобы этот ребеночек, естественно, это все анонимно происходит, чтобы этот ребенок нашел себе жизненные силы в том, чтобы жить дальше и, скажем, выйти из состояния этого жертвы, когда ее проходит такое ужасное насилие, потом с этим очень трудно жить, потому что 90%, это очень грубая цифра, в 90% жертвы насилия сами совершают насилие, уже став взрослыми. Да, это Страшная статистика. Да, это общеизвестный факт того, что вероятность этого очень высокая, скажем так. И вот там работает, такая очень индивидуальная, довольно сложная эмоциональная работа, с которыми, потом с этим психологом самим сложно переживать. И есть такой инструмент, метод работы, как супервизия психолога, когда сам психолог... Есть у него наставник, и очень важно, чтобы грамотный психолог должен сам проходить эту терапию, для того, чтобы самому справляться со своими проблемами, чтобы его проблемы не отражались на его работе. Да, есть... И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Хотела бы спросить, работаем на довольно сложной работе, но всегда начальник очень сильно давит, эмоционально, морально. Как с этим справляться? Давит начальник. Давит начальник. Морально, эмоционально давит начальник. Что делать? Я думаю, надо поговорить с ним. Найти возможность. Спросить, в чем трудности. У начальника-то нет трудностей, он давит. Нет, имеется в виду, что озвучить свои чувства. Я чувствую. Есть очень хороший инструмент, когда это и в семейной жизни помогает, и во взаимоотношениях людей, друзей, и вообще в любых непонятных ситуациях. Простая формулировка. Когда ты делаешь так-то, я чувствую себя так-то. И уже тогда разговор начинает складываться, скажем так. Когда ты говоришь так, обижаешь, я чувствую себя, плохо или мне обидно. Но если начальник давит морально, я могу себе представить, например, да, и вот я к нему пришла и говорю, когда вы делаете мне замечание, я чувствую себя обиженной. И что? И вот он спросит, почему. Если это грамотный начальник, он спросит, почему. Если это грамотный начальник. Если не грамотный? Тогда лучше, наверное, не работать, если начальник, если он не грамотный. Ладно, хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу. Помогаете ли вы избавиться от вредных привычек? Потому что табакокурение, употребление алкоголя тоже в своем роде психологическая проблема. Или это к наркологу нужно сразу? С наркологами, конечно, важно. У наркологов очень тяжелая работа. Но я по своему опыту скажу, что и табакокурение, и зависимость алкогольная – это последствия каких-то причин... проблем, которые... Да, потребностей, проблем, которые остаются нереализованными. Если это идет злоупотребление уже, скажем так, да, то это в любом случае... И поэтому, если человек сам мотивирован, если он поработает со психологом и поймет... Я не могу сказать, что вы придете к психологу и избавитесь от курения.
когда вам говорят очень конкретно подобную вещь, ну, я считаю, что это довольно неграмотно, потому что психолог работает с причиной, а данные проявления — это последствия. Также и бывает не только табакокурение, там, там киберзависимость, аддикция так называемая. Подобных зависимостей же много разных. Там. Игровая зависимость, Да, там, да, лудомания да. та же. Да. Это всегда компенсация как чего-то, вот, определенной потребности. И важно понять... Найти эту потребность, да, и закрыть ее как-то. Ну, часто в современной культуре говорят гештальт закрыть. Это всего лишь метод, который... гештальт-подход. Есть что-то не решено было когда-то, и если его решить, понять, то уже последствия будет другое. Если человек будет мотивирован, естественно, он избавится от этого, если хочет. А, кстати, вы как относитесь к этой гештальт-терапии? Это вот действительно реально так, что там когда-то на меня в детстве накричала мама по какому-то поводу, и поэтому я вот теперь Курю. курю, да. И если я вернусь вот туда в тот момент, в пятилетнюю себя, и скажу маме, не кричи на меня, потому что я себя чувствую плохо, я вот избавлюсь от потребности курить. Ну, я скажу что так, что каждый специалист-психолог работает... Своими методами. Да. Вот есть классные спецы, которые работают с детьми, которые работают там, с пожилыми, кто-то работает там на развитие личности, кто-то в спортивной психологии, кто-то... Поэтому это зависит от специализации и тому, как интересно психологу, вот, в каком направлении работать. Да? Гештальт — это всего лишь одно из направлений. Таких направлений много. Гуманистическое, там, психоанализ там, и так далее. Ну, естественно, если ты грамотно работаешь и постоянно развиваешься, работаешь над собой, я имею в виду специалист, психолог, естественно, ты будешь эффективным. Но сейчас вот очень много в соцсетях, там, в тех же блогах пишут о внутреннем ребенке, которого необходимо любить, поддерживать, вот, пестовать, лелеять. Как вы к этому относитесь? Внутреннему ребенку? Ну, я согласен, это теория Эрика Берна. Он разделяет на внутреннего ребенка, внутреннего взрослого и внутреннего родителя. Родители — это то, что нас контролирует. Ребенок — это то, что, с одной стороны, это не совсем плохо, потому что это то, что нам позволяет быть свободными, легкими, игривыми или там, ну, скажем, независимыми, да? А родитель, он контролирует, запрещает нам. Это вот как сверху строгость. Мы же не можем пойти на улицу и делать все, что мы захотим. Есть определенные общественные правила. И есть внутренний взрослый, который все это уравновешивает. Такой баланс внутренний между нашими желаниями, потребностями и тем, что определенными ограничениями мы не можем идти какие-то делать все, что мы только хотим. Но и при этом важен баланс между этими двумя состояниями. Тогда человек становится, реализовывает и достигает в жизни того, что он хочет. Учитывая свое окружение, учитывая там потребности свои, учитывая много факторов. Вот тема насилия в семье, она, к сожалению, актуальна. Вот если вы приезжаете на такой вызов, что вы будете делать? Про мобильность, да? Почему называется мобильность? Потому что наши психологи выезжают, в связи с определенными ограничениями весь прошлый год мы перешли в определенной степени онлайн и по телефонному консультированию. Приезжают, потому что немало, скажем так, насилия происходит у нас в районах, в селах. Да? И, скажем, есть много чего, над чем надо работать по несовершенству. Вот система там опеки, есть система комиссий по делам несовершеннолетних. Там, у нас есть много институтов, которые требуют совершенствования. Постоянно система
должна развиваться, должна быть в развитии, для того, чтобы ну, пострадавшему, несовершеннолетнему была оказана грамотная поддержка. А есть ли какие-нибудь обращения насчет вакцинации? Потому что достаточно большое количество людей настороженно к этому относится, да, и даже считают, что их там зомбируют, что чипируют, что там 5G и так далее. Вот, и к тому же это почва для конфликтов между теми, кто за вакцинацию, да, и теми, кто против. Вот, как такие конфликты урегулировать? Ну, есть такой очень простой подход, это терпение. Быть терпеливым друг к другу. Даже те, кто против, медики, скажем так, вынуждены быть терпеливы, объяснять, просвещать, показывать, убеждать терпеливо о том, что это необходимо, что, ну, и так очень много проговорено по этому вопросу. Я думаю, что рано или поздно все равно, скажем, все мы должны будем провакцинироваться. А вот тот факт, что мы живем в Якутии, что у нас вот холодно, большую часть года нету солнца, там за полярным кругом вообще солнца всю зиму нет, да, полярная ночь. Вот влечет ли это за собой какие-то последствия в психологическом плане? То есть, может быть, нам, якутянам, нужно чаще наблюдаться у психолога, например? Почему нет? Вы любите солнце, да? Да. Ну, вообще, если, ну, скажем так, это мои наблюдения, тоже скажу так, о том, что мы в нашем регионе, мы действительно склонны к больше пониженному настроению. Ну, я имею в виду, я утрирую сейчас, да? Я имею в виду, что мы больше скованные. Очень многие гости, когда приезжают из других регионов, удивляются, почему мы не выражаем, скажем так... Эмоции открыто, да, свои? Да. У нас не принято смотреть в глаза друг другу. Ну, скажем так, по-якутски. Да? Мы там... Ну, скорее, это проявление культуры. Культуры из того, что это невежливо, возможно, да? Но почему нет? Я за то, чтобы больше людей обращалось к психологам, потому что когда человек разговаривает, когда у него есть возможность проговорить свои трудности, то и ответы находятся всегда. Кому-то надо писать, например. Да? Есть, общепринято же есть восприятие того, что аудиал, как говорят, визуал, кинестетик. Да. Я не специалист в этом, но кому-то важно писать. Например, часто люди пишут, ну, то есть, ну, возможно, не часто, но пишут дневники. Да? Когда ты пишешь, вот тут есть нервные окончания, которые тоже помогают справляться. Если есть определенная трудность, можно очень просто сесть и начать писать все подряд, все, что ты чувствуешь. Причем именно ручкой на бумаге, а не на компьютере Обязательно, печатать. обязательно ручкой, обязательно купите тетрадь, сходите в канцелярский, понравившуюся тетрадь и начинайте писать все, что вы считаете необходимым. Тогда эта энергия, она выходит, и уже находятся ответы. Это как определенная техника самоподдержки. А как выбрать психолога? Ой, это всегда индивидуально. Я не буду сейчас конкретно давать рекомендации. То есть какого-то совета нету? Нет, универсального совета нет. Ну, я так считаю. Это всегда индивидуально. Например, мой, скажем так, такой вопрос, не то чтобы больной, но я переживаю. Я бы хотел, я должен, как руководитель учреждения, работать для того, чтобы становилось больше психологов-мужчин, например. Да? Почему? Потому что очень много женщин-психологов, это вообще известно. Да? Естественно, я не против этого. Я имею в виду, что мужчин-психологов должно становиться больше, потому что очень многие вопросы... то есть не то чтобы мужчина-клиент с мужчиной-психологом лучше, да, имеется в виду, даже я знаю очень большой процент женщин, которые с мужчиной-психологом будут гораздо эффективнее и, скажем так,
более искренне или более Да. прислушиваются к Очень мнению многие- мужчины, да? Очень многие женщины ориентированы на мнение мужчин. Да? А, и когда... Ну, там нюансов очень много, конечно, поэтому я сейчас не стану точно рекомендовать того или этого. Это всегда индивидуально происходит. Ну, И- а есть хотя бы какой-то способ, как отличить плохого психолога? Ну, скажу так. Если вы чувствуете, и если вы задаете вопросы и не получаете, скажем так, ответов четких, грамотных, или если вы долго ходите, то, наверное, лучше поменять и искать специалиста. Ну, у нас достаточно специалистов в республике. Вот по последним нашим исследованиям 1100, скажем. Это только государственных психологов. По республике? По республике. Это не считая частных? Не считая частных, да. И, ну, этого хватает на миллион жителей? Ну, это сложный вопрос, потому что Меньше, чем мы... миллион. Вот я, например, недавно был в Татарстане, и изучали мы, обменивались опытом. Помните, там у них вот эти трагические события, Да, в Казани. казанский стрелок в 175-й школе. Этот вопрос довольно очень сильно на контроле правительства Республики Татарстан. И там, например, по-моему, на 5 миллионов жителей 1500 психологов. У нас... Ах, ничего себе. А у нас 1100 получается на меньше миллиона. Ну да? вот, да, и смотрите, это много или мало? Это такой интересный вопрос, дискуссионный. Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, ответили на ваши вопросы. Мы очень надеемся, что ваш труд принесет душевное спокойствие и гармонию еще многим якутянам, которые будут обращаться в центр. Желаю вам удачи Спасибо в вашем большое, важном да. деле. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.